Я недавно женился 2 месяца как. Если жена узнает, что у меня эта болезнь, как это будет выглядеть? Вдруг семья наша распадется, жена скажет: ты болен, и уйдет. Рустам с прошлого года болеет туберкулезом, но скрывает это от знакомых, соседей и своей семьи. Даже название болезни не хочет произносить вслух. Недолго поговорить со съемочной группой согласился только с условием, что беседа будет проходить на другом конце кишлака. В холодные дни много гулял, правая сторона груди начала болеть. Как добрался до райцентра, сделал рентген. Сейчас лечусь. Регулярно принимаю препараты. Сегодня Рустам единственный больной туберкулезом в своем поселении. А еще 5 лет назад это место называли кишлаком смерти. За 3 года здесь, по словам старожилов, от туберкулеза умерло более 100 человек, то есть 1/5 часть населения. 7 семей, в каждой из которых было по 5-6 членов, вымерли целиком. Причина та же – люди старались скрыть, что больны. Из-за такой скрытности заболевание перекинулось на соседнее селение Окмазор, но все чаще в других кишлаках начали появляться слухи о том, что в Караточ эпидемия, и местные жители стали для всех изгоями. Бывало так, что ходили свататься в другие села. Там не отдавали своих дочерей замуж. На рынках скота я был свидетелем того, что люди сплетничали, что нельзя покупать коров и скот у жителей кишлаков, где есть больные туберкулезом, будто скотина тоже больная. Вспышка туберкулеза в селах Окмазор и Караточ привлекла внимание чиновников и выходца из кишлака Окмазор Саида Слоума. За свои деньги и при помощи администрации района он выкупил и отремонтировал автомобиль, мобильный рентгенаппарат и начал проверять жителей обоих сел. Чтобы люди не избегали его, пришлось пойти на хитрость. Для больных села Окмазор и Караточ мы приготовили подарки, одежду, еду, и жителям, у которых выявили туберкулез, мы их вручили. Борьба с болезнью заняла несколько лет, несмотря на то, что проблем с медикаментами и врачами, специализирующимися на лечении туберкулеза, в районе не было. Дело в том, что поселок далеко от райцентра. Ездить туда-сюда, особенно зимой, желающих среди них было мало. Больные оставались без присмотра. Это первое. Второе. Те больные, кто жили в кишлаке, не доводили лечение до конца. Лекарство вызывает боли в печени и груди, и многие прекращают их принимать. Хотя туберкулез удалось победить, но время от времени палочка Коха возвращается. Хосюатмо перенесла болезнь в прошлом году. Она называет несколько причин ее появления. Это бедность, тяжелый труд с весны до осени, все жители кишлака работают в полях и пасут скот в горах, а также антисанитарные условия проживания, связанные с отсутствием воды. Талую воду мы собираем, чтобы напоить скотину. Для себя приходится ходить к роднику. 20-литровыми флягами привозим на ослах. Зимой сложно и летом тоже тяжело. Но что поделать? Туберкулез – это болезнь бедных, говорят практически все эксперты. И пока около трети населения находится за чертой нищеты, победить ее не удастся. Но можно снизить количество больных. Для этого в стране только за последние 5 лет были построены 8 лечебниц, что принесло результаты, утверждают специалисты. Хатлонская область по сравнению с другими районами страны имеет самый высокий показатель больных по стране. Если брать 2007 год, количество было 104 заболевших на 100 тысяч населения. Потихоньку, по показателям прошлого года, заболеваемость снизилась до уровня 75 человек на 100 тысяч населения. Помимо представителей бедных слоев населения, в группу риска входят родственники уже заболевших людей, трудовые мигранты, заключенные тюрем и наркоманы. Если раньше всего из вновь зарегистрированных больных большинство были родственники одного туберкулезника, то теперь в основном это трудовые мигранты. Только если брать 2014 год, то из 5017 человек 927, то есть 18% трудовые мигранты. Ближе к концу этого месяца в Таджикистане будет принята программа по борьбе с туберкулезом на ближайшие 5 лет. В нее входят и планы по строительству новых медицинских центров, закупка оборудования, медикаментов и просветительная работа. Медики и специалисты считают, что если программа будет реализована в полной мере, то это поможет снизить уровень заболевания на 40-50%. Анушервон Арипов, Насим Исамов. Настоящее время. Таджикистан.